Гостеприимный конгресс-холл Таратау распахнул свои двери перед участниками заседания группы «Россия. Исламский мир». Рустам Минниханов в Уфе был и гостем, и хозяином одновременно. Группа собралась под его хозяйским контролем как руководителя, хотя в Уфе Рустам Нургалиевич, конечно, в гостях у своего друга, главы Башкортостана Радия Хабирова. Поэтому обилие фотографий с изображением президента Татарстана немного смутило и даже стало предметом для шутки. Это практически культ личности, что-то мои фотографии многовато. Конечно, никакого культа личности в группе стратегического видения «Россия. Исламский мир» нет и быть не может. Однако и принижать ее значение, роль руководства Татарстана в укреплении связей со странами исламского мира было бы неправильным. Наглядный пример – все еще полыхающий Ближний Восток, где Сирия еще недавно была главной горячей точкой. Сейчас ситуация там налаживается именно благодаря миротворческой роли России. А Россия сумела объединить и шиитский Иран, и суннитскую Турцию. И мы работаем уже много лет, 3 года. Хотя американцы активно ставят палки в колеса, и мы добиваемся значительных успехов. А вот почву для этого взаимодействия, чтобы было такое, готовит эта группа во главе с Миннихановым. У нас очень большие контакты и с Турцией, и с Ираном. Как это удается России выстраивать гармоничные отношения с такими разными странами исламского мира? Некоторые ответы на острые запросы в мировой внешней политике прозвучали в выступлении Рустама Минниханова. Все дело в четкой приверженности принципам справедливого демократического миропорядка, в стремлении к обеспечению верховенства права в международных делах. И еще. Однополярный мир уже не отвечает веяниям времени, он безнадежно устарел, говорил Рустам Минниханов. В этом плане следует повнимательнее присмотреться к опыту взаимодействия России в мире и исламскими странами особенно. Взаимодействие между нашими странами приобретает особое значение, выходит на качественно новый уровень. Сегодня, когда становится очевидно, что попытка утвердить однополярную модель международных отношений не увенчалась успехом, изменение мирового и баланса сил становится необратимым. В выступлениях спикеров и в кулуарах мероприятия часто звучали фамилии людей, стоявших у истоков создания группы «Россия. Исламский мир». Евгения Примакова и Ментимера Шаймиева. Именно тандем этих выдающихся государственных деятелей сыграл немаловажную роль в росте авторитета организации, инициировании совместных начинаний и проектов между Российской Федерацией и странами Организации исламского сотрудничества. Нашей задачей было донести до мусульманских и других стран о происходящем в исламе современной России, что одна из самых больших опасностей для мира – разделение его по религиозному признаку. Каждый раз, встречаясь с участниками этой группы, людьми интеллигентными и достаточно опытными, я понял, как все мы нуждаемся в практике возрождения ислама в Российской Федерации. Сегодня дело Шаймиева и Примакова достойно продолжают их последователи. В 2014 году президент России Владимир Путин возложил почетную обязанность возглавлять группу на президента Татарстана Рустама Минниханова. Наша страна огромнейшая, величайшая страна с древней историей, с более чем 1000 лет. И установление, укрепление вот этих связей, расширение – одна из основных задач. Россия не та, которую представляют ее западные масс-медиа, да, или политики. Россия совсем другая. Россия – это демократичная, свободная, мирная, добрая страна. Во-первых, само заседание, когда что люди вместе сидят, находят общий язык и думают, как развивать хорошие вещи, как развивать религии, как развивать добра, это, конечно, Бог дает благословение. И немаловажно, когда что миллионы людей смотрят потом на это заседание. Уфа – это, конечно, очень подходящее место для проведения такого рода мероприятия. Заседание группы стратегического видения «Россия. Исламский мир» и Российско-исламского экономического форума. Во-первых, потому что Башкортостан, где, кстати, более 2/3 населения – это мусульмане, так же, как и Татарстан, это модель, пример грамотно, гармонично выстроенных межконфессиональных и межнациональных отношений. Во-вторых, Башкортостан, впрочем, как и Татарстан, это очень экономически развитый регион. Ну и в-третьих, это новые организационные условия, которые есть здесь, в Уфе. Конгресс-холл Таратау. Прекрасная площадка для такого рода мероприятий. Главная задача России и исламский мир – показать вот такую республику
мощную, перспективную, как Башкортостан. Вот это прекрасная возможность в рамках группы пригласить наших зарубежных коллег, пригласить наших коллег из России. Сегодня Татарстан и Башкортостан объединяют крепкие дружеские и даже братские отношения. То, что наша республика больше продвинулась в налаживании связей с исламским миром, а Казанский саммит по факту самая авторитетная экономическая площадка для сотрудничества со странами ОИС, не должно смущать башкирских коллег. Здесь нужно не конкурировать, а наоборот объединять усилия. Понимание этого пришло, поэтому в Уфе в рамках экономического форума было подписано соглашение о сотрудничестве по проведению мероприятий в этой сфере Казан-саммита и Российско-исламской конференции в Уфе. Я очень признателен сегодня Рустему Нургалиевичу и группе «Стратегическое видение России и исламский мир», что местом проведения выбрали город Уфу, Башкортостан. Для нас это большая честь. Это возможность в том числе заявить о себе и поучаствовать в больших интеграционных процессах, которые происходят в исламском мире. Конечно, для придания нового импульса в экономическом сотрудничестве нужны изменения в российском законодательстве. Как известно, исламские финансовые механизмы требуют соблюдения определенных этических норм при реализации сделок. Центральный банк к таким переменам не готов. Но это не значит, что нужно опустить руки, говорили участники форума в Уфе. Рустам Минниханов предложил разработать единый стандарт, соответствующий требованиям исламской экосистемы, с последующим внедрением его в Росстандарт. Возможно, стоит подумать над проектом создания Федерального партнерского банка России. Если было бы как бы на государственном уровне какой-то закон вот, и в пользу исламских финансов, это было бы намного эффективнее. И эффективнее в том, что исламский мир, исламские инвесторы, да, они бы просто потекли бы, как говорится, рекой. Нам бы всем жителям Татарстана, Башкортостана, вообще всему населению научиться правильно работать, потому что запрещенное и разрешенное это не только в еде, она также должна и в поведении, и в работе, и в бизнесе. Тимур Бекмурзин и Андрей Мохов. 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.